Добрый день. На часах ровно 12, значит, пришло время рабочего полдня на телеканале Юрган. Как обычно, в нашем эфире мы поднимаем важные вопросы. Помните, что и вы можете поучаствовать в создании программы, предложить тему для разговора. В студии Екатерина Борш, и начнем с изрядной порции новостей уикенда. 150 школьников и студентов, от первоклассников до старшекурсников из Сыктывкара, Ухты, Воркуты-Усинска и Сыктывдинского района определяли, чьи роботы самые умные и надежные. Республиканский этап Всероссийской робототехнической олимпиады провели уже в 3-й раз. Все-таки очень нужны нам люди с инженерной мыслью. Самых ярких участников отправят на финал в Татарстан в конце июня. В средней школе села Зеленец Сыктывдинского района выпустили первых кадетов. Свидетельство о прохождении обучения по программе дополнительного образования «Пожарный кадет» получили 15 девятиклассников. В выходные 160 юных бойцов из 15 муниципалитетов Республики Коми сразились за звание лучших в спортивно-патриотической игре «Орленок», посвященной 72-й годовщине Великой Победы. Ну а сегодня Международный день семьи. В эти минуты идет награждение многодетных семей Коми. А через пару часов в Национальной детской библиотеке имени Маршака представят новое краеведческое издание «Зарникут». Книжка-раскраска знакомит с орнаментом народа Коми и предназначена для детей разных возрастов. От самых маленьких, едва научившихся держать в руках карандаш, фломастер или кисточку, до младших школьников. Ну а сегодня в эфире мы будем говорить о Международном фестивале оперного и балетного искусства «Сыктывкар-Сатулус». Он откроется 18 мая. Чем порадует зрителя на этот раз, узнаем у гостей нашей студии. Я с удовольствием их представляю. Это главный балетмейстер театра оперы и балета Республики Коми Наталья Терентьева. Добрый день. И директор театра Дмитрий Степанов. Здравствуйте. Добрый день. И прежде чем свои вопросы я задам нашим гостям, давайте посмотрим, знают ли наши телезрители, что такое Сыктывкар-Сатулус. Вы знаете, что такое Сыктывкар-Сатулус? Сыктывкарская весна. Не знаю. Ну-ка. Фестиваль? Не знаю, нет. И не слышали? Нет. Фестиваль. Оперы и балета. Естественно. Что это такое? Сыктывкарская весна – это фестиваль оперного и балетного искусства. А где фестиваль проходит, вы знаете? По-моему, в дворце, центр театра и оперы и балета. Вот так. Но все-таки заданный в лоб, так неожиданно вопрос, он всегда смущает. И даже если ты знаешь на него ответ, нужно какое-то время подумать. Поэтому знают все-таки. И сейчас я предлагаю несколько слов нам послушать об истории фестиваля. Фестиваль Сыктывкар-Сатулус родился в 1990-м и с тех пор ежегодно собирает на сцене Государственного театра оперы и балета Республики лучших артистов и музыкантов России и зарубежья. В 2013 году фестивалю присвоено имя его основателя – народной артистки России Ильи Бобраковой. За 27 лет у фестиваля сложились свои традиции. Обязательный премьерный спектакль в день открытия и заключительный гала-концерт, представляющий зрителю новинки и лучшие номера Сыктывкар-Сатулус. Фестиваль дал возможность публике обрести своих любимых исполнителей. На этой сцене выступали артисты из Италии, Финляндии, Германии, Чехии, Сирии, Латвии и многих других стран. Не забывают о Сыктывкар-Сатулус и наши земляки, которые теперь работают в ведущих российских и зарубежных театрах. Фестиваль стал брендом региона и помог сыктывкарскому зрителю по-новому открыть для себя театр оперы и балета Республики Коми. Нашим телезрителям я напомню, что работаем мы в прямом эфире 46 90 60, телефон прямого эфира. Поклонникам балетного и оперного искусства воспользуйтесь моментом, задайте вопрос нашим гостям. Но если вы еще собираетесь присоединиться, тоже можете позвонить и задать свой вопрос. 46 90 60. А пока свои вопросы начну задавать я. Все-таки чем порадует нас фестиваль? Вот как-то. Фестиваль порадует нас своими традициями, фестиваль порадует наших зрителей качеством постановок и качеством спектаклей. В этом году практически все спектакли нашего фестиваля, в рамках фестиваля, являются либо премьерными, они будут показаны в фестивале впервые, либо премьерами сезона. Это было сделать очень сложно, но мы справились, и мы ждем отклика, мы ждем положительной реакции от наших зрителей. Все-таки 27-й фестиваль. Традиции продерживаются из года в год, или они так вот
создаются потихонечку и вот вливаются в дальнейшее исполнение? Вот. Знаете, вопрос традиций, он достаточно неоднозначный. Что такое фестиваль оперного и балетного искусства? Это, конечно же, праздник искусства. Да? Уже было сказано в сюжете вашем, что фестиваль давно стал брендом региона, культурным брендом региона. Это одно из самых ярких и масштабных и значимых событий в жизни культуры нашей республики. И фестиваль – это, конечно же, в первую очередь искусство. А что такое искусство? Мы относимся к искусству, наверное, как к свободе, а не к набору каких-то штампов и каких-то, может быть, клише, которые более привычны. И эта свобода, она заключается в первую очередь, наверное, в постепенном расширении формата нашего фестиваля. Конечно же, основными направлениями деятельности этого фестиваля всегда останутся оперное и балетное искусство. Но, тем не менее, жизнь меняется, время меняется, и мы с большим интересом пытаемся раздвинуть рамки фестиваля для того, чтобы привлечь больше внимания, для того, чтобы привлечь публику, которая любит не только оперное и балетное искусство, но и тех, кто любит классическую музыку, тех, кто любит оперетту, тех, кто вообще любит проводить интеллектуально, высокоинтеллектуально свое время, свое свободное время, те, кто любит театр в широком понимании этого смысла. Поэтому в рамках этого фестиваля мы делаем следующий шаг по раздвижению границ. В прошлом году, в прошлом фестивале у нас уже добавилось новое такое очень интересное явление, был симфонический концерт, прошел в рамках фестиваля. В этом году пройдет также симфонический концерт, но впервые в рамках фестиваля будет показана еще оперетта. Кроме этого, еще одно новое событие в рамках фестиваля пройдет камерный концерт, очень интересный, 23 мая. Более того, в рамках фестиваля уже у нас идет одно событие, совместный проект, очень интересный, с Центром культурных инициатив «Югор» и с фотохудожником Николаем Антоновским. У нас открылась фотовыставка о жизни балета, которая сейчас проходит в Югоре. Да. Алексей, вы в республике живете, скажем, да, работаете в нашем театре. Первый сезон, да, заканчиваете. Вот вы знакомы с Сыктывкар Сатулус ранее были? Да, я на самом деле знакома с этим театром с 2012 года. В 2012 году я была приглашена балетмейстером Борисом Ивановичем Мягковым для подготовки балетной труппы к гастролям в Англии. Я тогда была репетитором. Репетировала спектакли, которые потом с большим успехом проходили в Англии. Затем в следующем году я была приглашенным репетитором при постановке спектакля «Барышня-крестьянка» балетмейстером Марией Большаковой. Затем, через год, я была еще раз приглашена в качестве педагога-репетитора на спектакль «Щелкунчик», тоже Марией Большаковой. Но затем уже меня пригласили работать в качестве главного балетмейстера. То, что вы знакомы с труппой, это помогающий момент, наверное, да? Или наоборот, может быть, у вас сложились какие-то дружеские отношения и сложнее ругать их, например? Вы знаете, дружеские отношения в балете, балетмейстер и артисты балета, они просто невозможны. Потому что труд артиста балета, он тяжелый, и расслабляться нельзя. И балетмейстер должен одновременно очень любить свою труппу, уважать артистов, но и спрашивать с них. В противном случае никакого качества не будет исполнения. Это так. Тут на фестиваль по традиции приезжают, конечно, и театральные критики, их взгляд, анализ, безусловно, полезны для всего коллектива театра. И накануне мы связались с московским критиком Александром Максовым. Он не первый раз в Сыктывкаре, знаком с творчеством нашего театра. И в этом году он особенно ждет премьерного показа балет «Дон Кихот». «Дон Кихот» — это премьера и спектакль, который такой тестовый для балетной труппы, поскольку тут и классическая хореография, и соседствующая с ней, и равновеликая народно-сценический танец, и пантомима. Поэтому это испытание для коллектива. И как коллектив выдержит это испытание, вот это для меня, в общем, такая главная интрига фестиваля. В беседе Александр Максов отдельно отметил тот факт, что на сей раз фестиваль достаточно растянут по времени. С одной стороны, это радостно, зритель сможет многое посмотреть, с другой стороны, печально, потому что сам он весь фестиваль оставаться не может. Сколько длится фестиваль в этом году? Фестиваль в этом году пройдет с 18 мая, и заключительный концерт, гала-концерт запланирован 2 июня. В программе фестиваля мы запланировали 9 вечеров, 9 спектаклей, концертов,
Такой срок в первую очередь связан с тем, что мы даем возможность нашим зрителям немножечко отдохнуть, осмыслить, может быть, происходящее, побывать на всех спектаклях фестиваля, потому что далеко не все могут позволить себе ежедневно, ежевечерне посвящать свое личное время и приходить в театр, с одной стороны. А с другой стороны, очень важный момент – это качественная подготовка к спектаклям. Нам жизненно необходима просто вот эта пауза для того, чтобы лишний раз отрепетировать спектакль, выставить декорации, выставить свет и на самом высшем уровне показать очередной спектакль фестиваля. Премьера «Дон Кихот». Да? Вот критик говорил о том, что дерзнули. Вот почему дерзнули? Это настолько сложный балет, какую-то прям высокую планку для себя поставили. Вот. Ну, во-первых, это балет классического наследия, так называемого. Этот балет идет на самых серьезных, самых великих сценах нашей страны и за рубежом. До вот этой премьерной постановки здесь уже в Сыктывкаре на этой сцене был спектакль этот. Но он был с несколькими купюрами, поскольку труппа того времени, она просто не тянула спектакль. Я от вас не скрою, что спектакль это не наша инициатива, это инициатива зрителей. Он поставлен по просьбам зрителей, Дон Кихот. И это особенный такой момент. Это особенный момент, потому что зритель, наверное, имеет право, особенно Сыктывкарский, где есть республиканский театр, наверное, имеет право выбирать, что он хочет смотреть и чтобы ему хотелось увидеть на сцене. Поскольку этот балет классического наследия, там занято очень много народу. То есть он требует качественного и количественного состава исполнителей. Если будет большой состав исполнителей только кардебалетных, то этот спектакль не может идти, потому что там очень много солистов, очень много партий. Спектакль большой, трехактный, очень яркий, действительно разноплановый. Александр Максов сказал, что это серьезный спектакль по хореографии, он серьезный. Но желание зрителей здесь совпало с большим желанием артистов балета, потому что они тоже очень хотели, чтобы этот спектакль был на сцене. Состоялась премьера. Этот спектакль, как я считаю, на сегодняшний день один из лучших спектаклей нашего театра. И мне очень, конечно, очень хочется, чтобы критик Александр Максов, он приехал и посмотрел этот спектакль. Знаете, когда смотрит зритель, сыктывкарский зритель, он очень доброжелательный. Я не говорю, что ему можно показывать все, и он будет рад. Он, конечно, избирателен, он, конечно, искушен. Но если зритель сыктывкарский видит, что действительно на сцене сделано качественно и хорошо, он никогда не пожалеет аплодисментов. Вот. И... А критик в этой ситуации? А критик в этой ситуации... Боитесь вообще слов? Вы знаете, нет, я не боюсь критиков, потому что спектакль мы старались очень, мы сделали его добротно и хорошо. И критики никто не боится на самом деле. Критики, серьезные люди, они хотят помочь сделать спектакль еще лучше. И я жду, конечно, чтобы он приехал, посмотрел, может, что-то подскажет того, что мы не видели. Есть, возможно, какие-то новые тенденции, с которыми мы не знакомы. Но и существует, конечно, мода определенная на спектакле, временная, будем так говорить. Но Максов, он очень много видит, он очень много ездит. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы он адекватно оценил наш труд, потому что, знаете, зрительские симпатии – это зрительские симпатии, а оценка критика, она серьезная. Хотя подчас мнения критиков резко расходятся по одним и тем же спектаклям, по одним и тем же вопросам. Потому что критики тоже люди, у них свои предпочтения, свои запросы. Есть у нас звонок, давайте примем. Здравствуйте, мы вас слушаем. День добрый. Здравствуйте. А не подскажете, вот за женой с ребенком планирую поход в театр на выходных, вот, и ребенку 8 лет, и не знаю, на какой спектакль его отвезти, чтобы привлечь внимание, чтобы вот привить эту любовь к театру. Может, что-то порекомендуете? Спасибо большое. Вот, скажем так, я немножечко перефразирую, с чего начать, и в Сыктывкар-Тулус есть что-то для детей?
Ну, если Может. позволите, я начну. Наверное, я бы пригласил семью с ребенком, наверное, на балетный спектакль. Все-таки это более понятный жанр и более интересный, наверное, маленькому ребенку будет. Тем более, что в некоторых спектаклях, а вот в частности, например, «Спящая красавица», у нас на сцене будет выходить очень много детей. Да, и, наверное, маленькому ребенку будет интересно сравнить, посмотреть и тем более увидеть еще своих ровесников, своих сверстников на сцене в качестве артистов. Этот спектакль состоится, «Спящая красавица», балет, пройдет 27 мая. Я бы хотела добавить, что этот спектакль сейчас знаменит в театре тем, что на сегодняшний день состав труппы позволяет открыть некоторые купюры. То есть спектакль здесь шел «Спящая красавица», но он был очень сильно купирован. То есть Может быть, мы для непосвященных телезрителей поясним, что такое музыкальные куски, хореографические куски были просто вынесены за пределы спектакля. Сейчас это все восстановлено. Особенно восстановлена очень красивая часть спектакля, которая называется «Пролог». Если раньше он был 15 минут, то сейчас он идет почти 40 минут. И вот там действительно, там очень красивое зрелище, великолепная музыка. Это один из 3 великих балетов Петра Ильича Чайковского. И там у нас выходят дети, и это все очень трогательно, когда дети маленькие, но они очень стараются, они работают наравне со взрослыми, и они еще не понимают ни расстояния, ни интервалов, какие им нужно соблюдать, чтобы не подходить близко к артистам балета, чтобы случайно их не задели, чтобы случайно что-то не произошло. И мы приспособились, что мы отмечаем их, где они на сцене должны встать, как они должны, куда они должны переместиться, как они должны обойти, на какую музыку они должны пойти. Это вот все достаточно сложно, но у нас это получилось. Сейчас спектакли заняты будут на фестивале «Дети гимназии искусств» и будут заняты дети театральной студии, которая открылась в этом году при Театре оперы и балета. И, конечно, я порекомендовала бы сходить с ребенком именно на этот спектакль, потому что спектакль тоже яркий, красочный, заняты все артисты труппы, привлечены артисты хора в спектакль. И спектакль такой, это сказочный спектакль, яркий, большой, настоящий, тем более с открытыми купюрами, даже с такими, которые на сцене этого театра никогда не шли, и удивляют многих знатоков музыкального искусства. Приглашенные артисты, кто они? Всегда, каждый год обязательно кто-то приезжает к нам в гости. Вот кто будет в этом году? Да, в этом году традиционно приезжает очень большой отряд приглашенных солистов, около 20 человек у нас будет. Они заняты во всех абсолютно спектаклях и концертах. Если пойти по афише и кратко представить, то можем начать вот с первого спектакля. Это 18 мая, «Дон Кихот». В главной партии солистка Харьковского театра оперы и балета, заслуженная артистка Украины Алена Шевцова. 20 мая в премьере «Кармен» будет занят солист Мариинского театра. Если можно, я покажу. Да, Вам солист Мариинского видно? театра Михаил Макаров, да, в партии Хазе. А также солистка Петрозаводского театра Евгения Гудкова в партии «Кармен». Дальше следующий спектакль, концерт симфонической музыки, можно ответить, да, отдельно. Камерно-симфонический концерт, солистом которого выступит молодой 30-летний выдающийся пианист из Москвы Андрей Дубов, лауреат многочисленных международных конкурсов, выпускник Гнесинского института, а также он успел закончить Академию университета Моцартеум в Зальцбурге. Это восходящая звезда фортепианной музыки. Он исполнит концерт Шумана с нашим оркестром. Далее по приглашенным гостям это «Спящая красавица». 2 главные партии. Сейчас немножко мы будем сохранять интригу. У нас ведутся переговоры еще с балетной парой. Да, окончательно мы не достигли соглашения, но мы надеемся, что у нас получится, пара приедет. Также в «Царской невесте» будут заняты приглашенные гости, солисты Екатеринбургского театра оперы и балета Краснов. И также еще юный
уроженец нашей республики, юный вокалист Владислав Попов, солист Центра оперного пения Вишневской из Москвы. Далее приглашенный коллектив 1 июня Марийский государственный театр оперы и балета. Они привезут, полностью покажут балетный спектакль «Эсмеральда». Главные партии в нем исполнят Ольга Челпанова и Константин Коротков, заслуженные артисты Мариэл. Также, забегая вперед, хочу сказать, что они у нас останутся и примут участие в заключительном гала-концерте. Также в заключительном гала-концерте будут еще несколько приглашенных солистов, которые не принимают участие в основной афише. И для того, чтобы сделать большой, праздничный, полноценный концерт, мы специально приглашаем солистов для заключительного гала-концерта. Для чего приглашать артистов? Вот у нас свои, на хорошем уровне выступающие. Вот для чего? Как в первую очередь, порадовать зрителей? В первую очередь, конечно же, фестиваль, он отличается от спектаклей текущего репертуара в самом названии. В празднике заложена идея фестиваля. Мы хотим показать нечто необычное. То, что зрители в течение года, наверное, не увидят. Не всегда есть возможность пригласить выдающихся артистов, не всегда есть возможность у них приехать. Это одна из причин. Вторая причина – это, конечно же, творческий обмен, это обмен опытом. Это очень важно для наших солистов. Видеть уровень, уметь здраво и трезво оценивать свои возможности. Вот. И, конечно же, жизнь новая, что-то интересное, потому что каждый артист – это свой взгляд, это своя партия, это своя роль. И вот это творческое взаимодействие, оно всегда идет на пользу. Вот, как вы сказали, один из гостей фестиваля — солист Екатеринбургского театра оперы и балета Александр Краснов. Он на Сыктывкар Тулс будет впервые. Мне было безумно приятно получить приглашение от города Сыктывкар. Я много слышал хорошего. А в этом театре я слышал, что это развивающийся театр, который делает фестивали, приглашает хороших солистов, хорошего уровня. И поэтому мне в очередной раз говорю, что мне приятно было получить это приглашение. Я с огромным удовольствием его принял. И большие ожидания от моего любимого спектакля. Вдвойне рад, что меня пригласили именно на русский репертуар, на мою любимую оперу «Царская невеста», ну и мой любимый персонаж Григория Грязнова. А есть такие артисты, которые сами просят, чтобы вы их пригласили на фестиваль? Есть, конечно, есть пожелания и просятся на фестиваль. Мы, знаете, вот один из критериев подбора солистов на фестиваль, он заключается в следующем. Если посмотреть, внимательно изучить биографии приглашенных нами солистов, можно увидеть, что они, может быть, не являются звездами первой величины, солистами больших мариинских театров, да, но тем не менее это восходящие звезды. Они все являются приглашенными солистами этих театров. Да? Они имеют какие-то интересные проекты с зарубежными театрами. И вот их активность, они находятся сейчас на подъеме, на взлете. Это очень важно. Вот. Поэтому мы в первую очередь отдаем предпочтение как раз таким артистам. И, конечно же, если их пожелания совпадают с нашими возможностями, мы всегда рады видеть их на нашем фестивале. Алексеевна, а вы на премьерах сами волнуетесь? Ну, артистам, понятно, им нужно, наверное, и волнение, и это волнение нужно уметь выключить, да, чтобы качественно. А вы уже можете, наверное, свою работу сделать, расслабиться, нет, в зрительном зале? Волнуетесь? Я никогда не расслабляюсь в зрительном зале, потому что зрительный зал — это для балетмейстера это работа, такая же работа. Балетмейстер садится среди публики, и он как воспринимает спектакль, во-первых, как просто пришедший зритель, а во-вторых, балетмейстер контролирует работу. Знаете, артист на сцене. Работа в зале – это одно дело, а на сцене – это совершенно другое дело. И подчас, вы знаете, бывают артисты, которые в зале работают великолепно, но выходят на сцену, и чего-то не хватает. Балетмейстер должен, вот посмотря спектакль, прийти на сцену и сказать: вот здесь ты не доработал, вот здесь немножко мы неправы были, вот здесь нам надо подчистить, вот здесь, здесь такой-то нюанс, вот здесь такой-то нюанс. И любой балетмейстер, который сидит в зале, он всегда контролирует все то, что происходит на сцене. Это на самом деле очень серьезная работа, потому что артистов много, партии меняются, и нужно быть очень внимательным, сосредоточенным, чтобы в следующую репетицию помочь артисту раскрыться лучше, станцевать что-то лучше.
сделать, может быть, несколько еще раз тренировочных упражнений для исполнения того или иного трюка. Правильно я понимаю, если вот на открытии будет премьера Дон Кихота, значит, он будет запущен потом в постоянный, да, репертуар? Да, конечно, обязательно. В течение следующего сезона и в течение ближайших сезонов все эти спектакли будут идти в нашем театре. На сегодняшний день у нас уже сформирован проект репертуара на весь следующий сезон. И на самом фестивале зрители уже увидят небольшие такие рекламные программки, которые познакомят их с теми спектаклями, которые они увидят осенью и зимой. То есть до следующего года будет возможность ваши замечания принять, да? Критики, то, что скажут, тоже можно будет Совершенно верно, да. Будем дорабатывать. Если что-то, нам помогут критики в чем-то. Будем дорабатывать спектакль. Но убирать его из репертуара, конечно, никто не будет, потому что он достался с очень большим трудом, и мы его будем держать и постоянно повышать уровень исполнения. Кроме этого, еще во всех практически спектаклях у нас в постановочном процессе, так было запланировано, существует 2 или даже 3 состава исполнителей. И каждый из составов должен выйти, показаться. Поэтому, конечно, все спектакли, которые мы сделали в этом году и в прошлом году, это не одноразовые проекты. Они все рассчитаны на долгую жизнь, на многие сезоны в нашем театре. А у вас самих есть любимые проекты, постановки, которые вот будут участвовать в фестивале? Вот что особенно? Сейчас труппа прислушается. Ну, в этом году балетная труппа поменялась. У нас прибавились артисты. Какие-то артисты. Вообще сейчас существует тенденция, что артисты меняют театры. Сейчас есть такая возможность приехать куда-то в другой театр, там себя попробовать, там себя попробовать. Вот в этом году, с начала этого сезона, мне повезло, подобралась очень хорошая труппа. Она небольшая, но по качеству она очень хорошая, по человеческим факторам она очень хорошая, и она очень мобильная, эта труппа. Именно поэтому мы смогли поднять такие спектакли, как «Спящая красавица», «Дон Кихот». Вообще у нас идет 11 балетных спектаклей в репертуаре нашей небольшой труппы. 5 из них – это балеты классического наследия. И поверьте мне, пожалуйста, это очень неплохая репертуарная афиша. У нас идут современные спектакли, у нас идет национальный спектакль «Игморт». И еще раз, 5 балетных спектаклей классического наследия. На самом деле это очень хороший результат для одного года. Мы пойдем, конечно, по этому пути дальше. Мы будем ставить серьезные спектакли, и серьезные спектакли, и развлекательные спектакли. Вообще труппа должна иметь разнообразный репертуар для роста, для интереса зрительского. Еще хотелось бы отметить, что, знаете, у меня нет предпочтений в каких-то балетах. Все, что качественно и хорошо сделано, и талантливо, мне очень нравится. Но сегодня я считаю, что театр не имеет права на какой-то эксперимент, потому что нужно заведомо ставить спектакли, которые будут нравиться зрителю. Угадать это очень трудно. И союз зрителя, и союз артиста вообще непостижим. И это никогда не угадаешь. Вот, никогда нельзя точно сказать, что вот это зрителю понравится, а это зрителю не понравится. Но, тем не менее, предположить, да, все равно это можно. И, Дмитрий Николаевич, ваш ответ мы услышим уже после рекламы, потому что пора нам прерваться. После рекламы нас ждет блок новостей и продолжение программы, так что не переключайтесь. Спасибо, Женя. Я напомню нашим телезрителям, что сегодня мы рассказываем о Международном фестивале оперного и балетного искусства «Сыктывкар-Сатулас». И гости нашей студии – главный балетмейстер Театра оперы и балета Республики Коми Наталья Терентьева и директор Театра оперы и балета Республики Коми Дмитрий Степанов. Вот смотрите, в новостях сказали как раз-таки, что потеплеет. Прям сыктывкарская весна ждала сыктывкарскую весну, чтобы прийти и начинать нас греть солнышком все-таки. Вот на фестиваль, как мы говорили в самом начале, приезжают и наши земляки, которые сейчас работают в ведущих российских и зарубежных театрах. К примеру, Михаил Макаров, ныне солист Мариинского театра, исполнит Дона Хозе в опере «Кармен». Несколько слов, его слов о фестивале. Чем хороши? Ну, хороши то, что зритель не избалован вот такими операми большими и воспринимает так, как он есть. Вот такой провинциальный зритель, он более чувственно относится к этому.
он еще отдельно радовался тому, что его знакомые, масса знакомых смогут прийти и посмотреть на него, вот как бы воочию, скажем так. Про эту оперу давайте несколько слов расскажем. Да, в двух словах можно рассказать. Этот проект очень интересный получился у нас. Он готовился еще в этом сезоне, в начале этого сезона, прошлой весной. Премьера этой оперы состоялась в Великобритании на гастролях театра и была показана несколько десятков раз. Полностью новые декорации, полностью новые костюмы, совершенно новая постановка. Очень интересный проект, который, он неоднозначный, он спорный. Очень большое количество танцев. Был приглашен хореограф, профессионал в области фламенко, который заставил танцевать даже хор. Да. Солисты танцуют. Это очень интересная большая опера. Она, надо сказать, что это, наверное, самая известная в мире опера, которая идет на подмостках самых крупных театров всего мира. Я, кстати говоря, хочу еще вам, Екатерина, преподнести от театра небольшой презент, сувенирную такую нашу продукцию, которую смогут наши гости, наши зрители также приобрести, придя в театр. Да, еще один проект, о котором можно рассказать, очень интересный, как раз он является, наверное, неким отступлением от жестких рамок жанра оперы и балета, фестивальных рамок. Это совершенно новый проект, оперетта, советская оперетта «Бабий бунт». Премьера состоялась у нас около месяца назад, и премьера вызвала просто шквал эмоций. С тех пор уже прошло 3 спектакля, да, 3 аншлаговых спектакля. Это великолепная, яркая, интересная, современная тема, вечная тема. Поэтому я думаю, что в рамках фестиваля также этот спектакль будет очень отмечен зрителями нашими. И я вообще хочу сказать и обратиться к нашим уважаемым телезрителям. Не бойтесь театра, не бойтесь этих таких высокопарных понятий, высокое искусство. Приходите. Кстати, вот зритель, балет и опера. Ну, как-то вот принято, если со стороны слушать, обычно разделяют зрители, которые любят приходить на балет, и те, кто слушать оперу любят. Вот на самом деле ли это разные люди? Или есть люди, которые совмещают в себе любовь и к тому, и к другому? Знаете, в основном, наверное, конечно же, люди совмещают свою любовь к театру, к театральному искусству. Конечно же, есть целая группа, целая армия поклонников именно балетного искусства. Но это, наверное, уже, знаете, люди, ценители, которые многие годы ходят и следят за историей постановок, за историей театра, за своими любимыми солистами, артистами. Но, опять же, вот обращаясь к тем, кто в театр, может быть, по каким-то причинам еще не приходил, вы знаете, в этом году у нас огромное количество было очень интересных таких отзывов, когда мы приглашали или к нам приходили зрители впервые, даже в своей жизни, да, они все в один голос абсолютно говорят, что они находятся в полном восторге и очень переживают и сожалеют, что столько лет они не знали о существовании театрального, да, искусства. Вот. И более того, эти люди начинают сами ходить в театр, ходят с семьями, ходят с друзьями, и это очень здорово. Ну вот на премьере «Бабьего бунта» лично была я. Ну вот на самом деле восторг. Вот это, может быть, такой все-таки жанр немножечко полегче, да, и не грустный, это комедийные такие мотивы, очень много очень смешных элементов было. Ну, вот я уходила со слезами радости, вот, ну, Да, слезами радости и восторга. Мы стремимся к тому, чтобы театр был разным, чтобы можно было его оценивать с разной точки зрения. Самое главное, что должно объединять все эти наши постановки разножанровые, это качество постановки, что очень важно. Есть у нас еще один звонок, успеем до конца программы принять. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Меня зовут Надежда. Я не первый раз посещаю фестиваль «Сыктывкар-Сатолос» и хотела пожелать театру, чтобы этот фестиваль прошел удачно, с огромным позитивом и отзывами зрителей. А я жду очень многого от этого фестиваля и уже купила несколько билетов. Вот. Большое спасибо вам за пожелания. Спасибо большое Приходите. за звонок. До свидания. До свидания. Ну, естественно, по традиции, опять-таки, в заключении будет большой гала-концерт. Вот что-то чуть-чуть, может быть, раскроем, что там будет? Да, конечно, мы в первую очередь постараемся сохранить интригу и не можем сейчас рассказать о том, что будет в программе, но, конечно же, это будут самые яркие номера балета, классического наследия. Это будут, наверное, какие-то номера модерна, танца необычного, может быть, не совсем привычного для классической сцены театра оперы и балета. Это будут самые лучшие голоса, это будут оперные
арии, это будет, наверное, какие-то оркестровые великолепные увертюры, да? Это будет праздник, это будет большой гала-концерт, и своим названием, в общем-то, оправдывает содержание всей программы. Это скорее для тех, кто на основные показы не успеет прийти, и те, кто ходил. Не будет ли им скучно, если Нет, там им скучно номера? не будет, потому что нет, номера у нас повторяться не будут. И, естественно, это будут те фрагменты, те эпизоды, которые в рамках фестиваля не идут в текущем репертуаре фестиваля. К сожалению, время эфира подошло к концу, подошло время, чтобы еще раз пригласить наших телезрителей на фестиваль. Спасибо большое, что вы пришли в студию, и вам слово. Спасибо вам за возможность побывать в студии. И еще раз я обращаюсь к нашим зрителям, к любителям театра, к ценителям балетного оперного искусства. Приходите, мы вас ждем. Мы работали для этого целый год, отдали все наши силы. И завершение сезона хотелось бы на высокой ноте, на восклицательном знаке закончить и подарить вам радость, общение, наслаждение театральным искусством. Алексей, добавите что-то. Я могу добавить то, что гала-концерт, он складывается, это отдельная работа, и он складывается действительно из тех номеров, которые зрители по каким-то причинам увидеть не могут в текущем репертуаре. Поэтому это, предполагается, что это тоже какой-то будет интересный для зрителя момент. Поэтому тоже приглашаю всех на балеты, на оперы, на опереты. Это очень интересное будет зрелище и впечатляющее. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Спасибо вам. С вами, дорогие телезрители, увидимся завтра ровно в рабочий полдень. До встречи.